Несколько десятков рабочих на этой стройплощадке трудятся в ускоренном режиме, чтобы закончить все в срок. Новую поликлинику для оказания помощи жителям города в Сунже намерены сдать уже к концу декабря текущего года. Четырехэтажное здание с подвалом состоит из двух блоков, соединенных вестибюльной частью на уровне первого этажа. Также проектом предусмотрены 2 лифта. В общем, все условия для комфортного передвижения и пребывания пациентов. Поликлиника сама по себе только на одну смену. И здесь, кроме профилактики, диспансеризации, еще есть места, расположены на 10 коек больным в смену. Не меньше, чем жители, открытия новой поликлиники ждут медики. По словам заместителя главврача, это учреждение значительно ускорит и усовершенствует качество оказания медпомощи. И существенный плюс, что все 13 стационарных отделений будут в одном корпусе, в отличие от старых, построенных еще в начале 60-х годов. Удобство в том, что, как мы понимаем, приемное отделение будет располагаться на первом этаже. Пациент поступает, оформляется и сразу же, не выходя из этого здания, он, смотря в зависимости от того, в какое отделение, на какой этаж он госпитализируется, не выходя из этого корпуса, он госпитализируется сразу же. И помощь также будет, большой плюс будет также для наших сотрудников, которые, допустим, нужна консультация хирурга, примерно, я так пример привожу, консультация хирурга в отделении терапии, ему не надо с хирургического корпуса идти в терапевтический. Общая площадь помещения нового корпуса составит около 2000 квадратных метров. Строительство объекта финансируется по госпрограмме «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации». По словам начальника участка, на сегодняшний день строительство завершено на 80%. Сейчас мы закончили кладочные работы, закончили кровлю, закончили мы все необходимые конструктивные элементы, закончили. Все 4 этажа мы закончили. Сейчас идут на данный момент отделочные работы, наружная отделка вентилируемых фасадов. А некоторые коррективы в режим работы строителей внесла пандемия. Бывали границы заказаны, где-то мы что-то, где уже оплатили, вывести вовремя не получалось, или что-то не получалось. И люди где-то по больницам, по родственникам, конечно, были, вот это тоже влияло, как на всех, и на нас повлияло. Большая часть средств на строительство объекта выделены из федерального бюджета. Общая стоимость проекта по контракту составляет порядка 400 миллионов рублей. Эти деньги обеспечат комфорт и качество медобслуживания для жителей Сунжи. Хава Газикова, Адам Далаков. Новости 24.